Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. В память об убитой 4-летней девочке москвичи устроили импровизированный мемориал у метро «Октябрьское поле». Няня-убийца дала признательные показания, а трудовые мигранты опасаются ужесточения режима. Новые правила пересечения границы в Кыргызстане. О содержимом чемоданов таможню теперь придется предупреждать за месяц. Вот у меня 2 телефона для себя, но по перечню у меня нельзя, оказывается, 2 телефона. Ну, не знаю. Не знаю. Во Франции сносят нелегальные лагеря беженцев на берегу Ла-Манша. Их обитатели сражаются с полицией, но пока безуспешно. На Камчатке стартовала Берингия. Самая протяженная и трудная в мире гонка на собачьих упряжках. Ее участникам предстоит преодолеть 1100 километров. Мне еще потом дома на них возить, тут жену на рыбалку. В Кыргызстане вводят новые правила перемещения товаров через границу, которые начнут действовать через неделю. Они затронут не только бизнесменов, но и обычных граждан. Количество личных вещей, разрешенных к провозу за рубеж, будет сильно ограничено. Это коснется даже брюк и носков. А предпринимателям придется за месяц предоставлять налоговым службам список ввозимых и вывозимых товаров. С подробностями Адилет Бектурсунов. Кыргызско-казахская граница Акджол. Километровые автомобильные пробки обычно образуются в часы пик после обеда. Люди установили торговые ряды, то есть настоящий базар развернули. Такой несанкционированный, хаотичный базар вдоль границы Кыргызстана с Казахстаном. А вот и несуны, так называемые. На границе появилась новая профессия – несуны. За определенную плату челноки помогают мелким коммерсантам перевести товары на территорию Казахстана. 50 килограммов за рейс – груз, не облагаемый налогами. 25 килограммов. 25. Это для продажи, я так понимаю, да? Конечно. Вещи для продажи. По обе стороны границы трудятся сотни несунов. Общим делом заняты и кыргызы, и казахи, те, кто по-другому прокормиться не могут. С введением новых налоговых правил первыми удар примут челноки. Лица перевозящие, они предварительно будут заполнять уведомления в налоговых органах и на основании этого перевозить. Вхождение Кыргызстана в Евразийский экономический союз привело к растущим потокам в обе стороны границы контрабанды. Чтобы исключить подпольный трафик, власти придумали новые правила пересечения границ. Бизнесменам впредь нужно уведомлять налоговиков о количестве ввозимых товаров и их цене. Постановление правительства от 27 января 2016 года, что намеренно осуществлять перемещение товаров через государственную границу, должен заполнять уведомление в 3 экземплярах. Это надо заранее? Заранее, да, 30 дней. Переходить границу, минуя налоговую, можно только с личными вещами. Список, состоящий из 130 пунктов, уже опубликован. Так, по новым правилам, ввозить и вывозить можно только 1 телефон, 1 компьютер, пару неодинаковых брюк и рубашек. А это как-то не помешает, например, обычным туристам? Вот сейчас скоро лето будет, на Исыкуль поедут. Туристы таких количествах, по-моему, не завезут. Туристы только для своего принадлежности. Почему? Ну вот я, например, турист, тут не ограничивает всего 1 литром спиртных напитков. Может быть, я хочу 3 литра отсюда привезти. Ну, я говорю еще раз, вот то, что перечень указано, по этой можно. Перечень же вышел же. Проверять содержимое в сумках будут пограничники. Они же сейчас регистрируют груз, пассажиров и туристов. Ваша задача охранять госграницы. А вот теперь вам пытаются навязать еще и следить за тем, кто что перевозит. Как считаете, компетентно ли пограничникам проверять багажи и вести какую-то там опись, скажем? Я воздержусь от комментариев. Позиция пограничников положительная к реформам. Правда, разобраться с новыми правилами игры пока не смогли ни они, ни сами инициаторы, налоговики. Вот у меня 2 телефона для себя, но по перечню у меня нельзя, оказывается, 2 телефона Ну, возить. я не знаю, что будет. Что мне делать? Не знаю, что. Выкидывать 1 телефон? Не знаю. Нету камер хранения, где я могу оставить, например. Не знаю. Нет, да? Открыть границы, чтобы их снова закрыть. Новые правила сейчас бурно обсуждают отечественные бизнесмены. Крупные игроки твердят, что основную массу контрабанды везут не в чемоданах. Добросовестные как работали, так же будут работать. Контрабандист как же работал, так же будет работать. Почему? Потому что у пограничника нет полномочий.
чтобы контролировать груз, это вот сами же говорят, вот выступают. Новые правила начнут действовать ровно через неделю. А пока на границе несуны доживают свои последние дни, совершая набеги по несколько раз в день. Попытки пересечь кордон не перестают даже ночью. Адилет Бектурсунов, Айбек Лучуманов, Азат Интымаков. Для настоящего времени. С 1 марта в Казахстане начала действовать система обязательного медицинского страхования. Теперь все граждане республики обязаны отчислять со своей зарплаты в одноименный фонд определенный процент, который будет ежегодно расти. По мнению экспертов, почти треть населения должна будет лечить себя, исходя только из своих реальных доходов. Это вторая попытка внедрить в республике систему обязательного медстрахования. Впервые она была введена в 1996-м, но через 2 года все закончилось. Тогдашний президент ФОМСа покинул Казахстан с деньгами фонда, которые, по данным правоохранительных органов, составили 906,5 миллионов тенге. Спустя 20 лет многие жители республики относятся к реформе по-прежнему отрицательно и считают, что заботу об их здоровье все-таки должно взять на себя государство. Ну, я считаю, мы должны к этому прийти когда-нибудь. Но полагаю, что мы сейчас, вообще вся страна у нас еще не готова к этому. Потому что правовая база, менталитет и так далее, масса вопросов, которые мы должны подводить к этому. То есть взять и в одностороннем порядке навязать населению, народу. Мы уже знаем, что столько примеров таких вот. Поэтому, мне кажется, еще рано такое. В принципе, да, если от этого будет повышаться именно уровень оплаты, именно услуг медицинских, то можно это откладывать определенную сумму. Но именно если будет увеличиваться уровень услуги, потому что сейчас в больницу зайти бесплатно, ну вообще страшно, очень. Я просто знаю, что у нас все поликлиники платные, и где будут нам бесплатно помощь оказывать, я не знаю. Даже если мы будем страховаться, все равно все фактически стационары, поликлиники, все у нас платное. Во всех развитых странах бесплатной медицины нет? Нет, конечно, не должен. Почему? Ни в коем разе. Но я думаю, сейчас, которую систему приняли, она более рациональная, нормальная. Раньше же были такие программы. К чему они привели? Ну, везде платно все равно. Да какая разница, что так не лечат, что так не лечат? Ничего не изменится. У нас страна такая. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон порекомендовал гражданам республики запастись продуктами впрок. По его мнению, в этом году, возможно, будет плохой урожай в связи с малоснежной зимой и резким потеплением. Такой прогноз Эмомали Рахмон сделал на расширенном заседании правительства, сообщает сайт главы государства. В этом году весна в регионе наступила раньше обычного. Столбики термометров в феврале поднимались до 20 градусов и выше. В связи с угрозой засухи и маловодья Рахмон дал указание уже сейчас начать полив всех сельскохозяйственных земель, садов и виноградников. Президент Таджикистана также призвал правительство экономно использовать все материально-технические ресурсы, в том числе и средства, выделяемые на проведение государственных мероприятий и народных традиций и обрядов. В Душанбе 2 года назад открылся инновационный центр по работе с детьми, которые отстают в развитии. Сюда приводят с диагнозами ДЦП, умственная отсталость, синдром Дауна и другими заболеваниями, лечение которых, по мнению специалистов, должно проводиться в индивидуальном порядке и в доброжелательной атмосфере. О работе центра и его уникальных результатах в репортаже Анушервона Арипова. Что это у нас? Яблоко. Молодец. Маленькому Азизу уже 8 лет, но он практически не разговаривает и не умеет читать, несмотря на то, что посещал обычную школу целый год. Диагноз врачей – умственная отсталость. Только в этом центре для особенных детей он научился различать цвета, выучил алфавит и счет до 10. Все благодаря индивидуальному подходу и программе обучения, разработанной с учетом особенностей Азиза. Дети в школе уже закончили азбуку учить, слова и предложения уже читали, а он не смог. Здесь у него получилось, сейчас учится писать. В инновационном центре, аналогов которому нет в Центральной Азии, работают только с детьми и подростками до 18 лет с особенностями в развитии, такими как ДЦП, спина бифида, умственная отсталость, чаще всего синдром Дауна и другими заболеваниями. Родители привозят малышей, которых осматривают врачи, и с утра до вечера с каждым отдельно занимаются специалисты.
Детей обучают элементарным навыкам ухода за собой, что поможет им адаптироваться в жизни. Для того, чтобы они не уставали, процедуры и занятия проходят в развлекательной форме. В центре есть все условия: игровые и развивающие классы, комнаты отдыха, кружок шитья, компьютерные и музыкальные кабинеты. Юсуфджону 6 лет, и его приводят в центр уже второй год. За это время мальчик научился играть на таблаке, таджикском барабане. По словам преподавателя, у него есть чувство ритма, и в будущем он может стать хорошим музыкантом. Когда он пришел в первый раз, левая ручка практически не работала. Мы много занимались, и теперь она разработана не хуже правой. Его ждет большое будущее как таблакиста. Кроме того, в центре занимаются и с родителями, которые в большинстве своем не знают, как правильно ухаживать за особенными детьми. Некоторые из них даже стыдятся своих малышей. Кадырова Саломат изолировала от соседей и родственников внука с умственной отсталостью. Лишь только после занятий в центре она поняла, что ее действия вредят ребенку. Ребенок с особенностью, если будешь вести нормально, будешь вести себя, как они хотят, по их воле, уже у ребенка по-другому будет, если ребенок на поправку идет. А если будешь нервничать, ребенку ругать, ребенку бить, ребенка злиться на ребенка, уже это никакой эффект не дает. За 2 года работы инновационного центра здесь 3- и 6-месячные курсы прошли около 270 пациентов. Сам центр состоит на балансе Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, поэтому все услуги предоставляются бесплатно. У нас до 30 детей в день приходят с родителями. Мы их обеспечиваем всем необходимым. 3-разовое горячее питание и все процедуры абсолютно бесплатно. Они приходят рано утром и проводят здесь весь день. В инновационном центре также готовят социальных работников и специалистов для Минздравсоцзащиты по уходу за больными детьми, стариками и инвалидами. За 2015 год здесь прошли обучение более 100 человек. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Далее в программе. В память об убитой 4-летней девочке москвичи устроили импровизированный мемориал у метро «Октябрьское поле». Няня-убийца дала признательные показания, а трудовые мигранты опасаются ужесточения режима. Во Франции сносят нелегальные лагеря беженцев на берегу Ла-Манша. Их обитатели сражаются с полицией, но пока безуспешно. На Камчатке стартовала Берингия. Самая протяженная и трудная в мире гонка на собачьих упряжках. Ее участникам предстоит преодолеть 1100 километров. Мне еще потом дома на них возить, жену на рыбалку. В Москве к станции метро «Октябрьское поле» горожане целый день несут цветы и игрушки. Таким образом, они соболезнуют семье погибшей девочки от рук няни, уроженки Узбекистана. Также москвичи несут цветы к подъезду дома, где произошло это жестокое убийство, которое привело в шок не только жителей российской столицы. Эту новость осветили почти все мировые телеканалы и СМИ. Напомним, накануне уроженка Узбекистана, работавшая в одной из московских семей няней, появилась с отрезанной головой ребенка у станции метро «Октябрьское поле». Женщина кричала «Аллах Акбар» и угрожала себя взорвать. Более часа ее не могли нейтрализовать сотрудники полиции. Позднее она призналась в убийстве девочки и поджоге квартиры. Это кадры российского телеканала НТВ, на которых сотрудники московской полиции проводят следственный эксперимент с участием задержанной Гульчихрой Бабакуловой. Именно во время этого эксперимента она и рассказала следователям, как все произошло. Окончательных выводов о мотивах этого преступления пока не сделано. Между тем, в российских СМИ разразился скандал по поводу освещения трагедии ведущими федеральными телеканалами. В первый день новость о шокирующем убийстве ребенка, как сообщает телеканал РБК, не попала ни в один выпуск общенациональных новостей. По словам сотрудников некоторых федеральных телеканалов, к ним из-за опасений привлечь внимание к национальному вопросу поступила рекомендация сверху не давать в эфир новость о произошедшем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о спущенных рекомендациях, однако заявил, что поддерживает решение телевизионных менеджеров не уделять этому убийству много внимания. Это сами каналы не стали показывать сумасшедших, но мы их поддерживаем. Российские эксперты в области медиа считают, что попытки ограничить распространение подобной информации в эфире могут привести к противоположному результату. Я думаю, что то, что
было официально сказано, а именно сказано Дмитрием Песковым, что Кремль поддерживает решение федеральных каналов не показывать сумасшедших. Ну, это такая довольно странная отговорка, потому что если бы федеральные телеканалы не показывали сумасшедших, им пришлось бы прекратить вообще, в принципе, транслировать все политические ток-шоу, не приглашать больше в студии Останкина депутатов Государственной Думы, а также почти всех экспертов, что существенно разрушило бы, так сказать, полностью разрушило бы сетку вещания. Поэтому я думаю, что это лукавство. Причина, как мне кажется, частично, может быть, здесь можно согласиться с тем, что побоялись спровоцировать национальные конфликты, хотя я думаю, что тем самым они усугубили. Потому что если бы грамотно все показать, то провокаций было бы меньше, чем в той ситуации, когда ничего не показывается по федеральным телеканалам, и люди просто обмениваются картинками по социальным сетям. Потому что и так все знают, и все больше и больше нагнетается. Когда это все проходит через нормальную редакционную политику, то обострение межнациональных отношений угроза меньше. Из Сирии поступают сообщения о неоднократных нарушениях режима прекращения огня. Сирийские повстанцы обвиняют армию Башара Асада в обстрелах их позиций и подконтрольных им населенных пунктов. Это кадры агентства Рейтер. На них, как утверждается, зафиксированы боевые действия, которые ведутся по всей территории Сирии уже после заключения перемирия. Кто именно нарушает режим прекращения огня, из этого видео точно понять невозможно, поскольку стрельба ведется с обеих сторон. Между тем, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Джон Керри заявил, что пока рано говорить о срыве перемирия. Также он сообщил, что удалось достичь принципиальной договоренности с Россией о контроле за ходом режима прекращения огня. И мы согласились с тем, что, несмотря на сообщения о ряде нарушений режима прекращения огня с обеих сторон, мы со всей серьезностью относимся к этому и не хотим публичным образом спорить на этот счет, через прессу. Мы хотим работать над устранением таких случаев, и мы согласовали процесс, посредством которого мы будем решать эту задачу. Мы предпринимаем усилия в рамках согласованного процесса, чтобы выяснить, действительно ли имели место нарушения режима перемирия, или в действительности происходили лишь атаки на Джабхат ан-Нусра или ИГИЛ. Тем временем глава ведомства ООН по правам человека Зейд Раат Аль-Хусейн заявил об угрозе массового голода в сирийских городах, осажденных армией Башара Асада. По его мнению, в отчаянной ситуации находится около 480 тысяч человек. 1 марта гуманитарный конвой ООН достиг осажденного сирийского города Маадамия после вступления в силу перемирия. По данным Красного полумесяца, 10 грузовиков, перевозящих одеяло, предметы гигиены и продовольствия, въехали в удерживаемую повстанцами Маадамию к юго-западу от Дамаска. ООН надеется, что ей удастся воспользоваться относительным затишьем на сирийских фронтах и распределить помощь среди 154 тысяч человек в осажденных городах на протяжении следующих 5 дней. Французские власти решили снести нелегальный лагерь беженцев в Кале, откуда выходцы из Ближнего Востока незаконно проникали в Британию через туннель под Ла-Маншем. Снос лагеря сопровождался ожесточенными столкновениями его обитателей с полицией. Полицейские применили спецсредства и слезоточивый газ. Подробности в репортаже Рейтер. Сомнения в том, что джунгли, как называют лагерь для беженцев в Кале, вырубят, окончательно развеялись на прошлой неделе. В четверг суд признал законным решение департамента Па-де-Кале о выселении мигрантов. И вот в понедельник днем в лагерь наконец пришли бульдозеры. Около 200 мигрантов попытались отстоять свои палатки, забрасывая полицейских камнями. Те отвечали слезоточивым газом. 3 самодельных постройки сгорели. Некоторые протестующие держали в руках плакаты «Мы не террористы». За несколько часов до этого один человек был арестован после того, как попытался преградить путь 20 рабочим. Мигрантов из снесенной части лагеря, где проживают 3000 человек, обещают переселить в новый, менее вместительный поселок. Роль временных домов в нем выполняют контейнеры для транспортировки грузов. Тех, кому не хватит места, отправят в приюты в других городах. Об этом заявил на прошлой неделе министр внутренних дел Франции. Лагерь для беженцев в Кале стал известен после того, как тысячи мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока, стали пытаться попасть в Великобританию под Ла-Маншем. Кале находится как раз у входа в Евротуннель.
В России на Камчатке сегодня стартовала самая протяженная в мире гонка на собачьих упряжках «Берингия». Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Дистанцию свыше 1100 километров пройдут 15 каюров и почти 200 собак. Есть среди участников и те, кто на упряжках ездит не только на соревнованиях, но и едва ли не каждый день по делам. Екатерина Пономарева продолжит. Чукчи Иван Иванович настраивает своих псов на гонку. Это их 5-я совместная попытка добежать до призового места. Все его собаки порода камчатская ездовая. Ее вывела сама природа. На таких здесь уже сотни лет ездят. Иван Иванович мечтает выиграть, чтобы наконец купить себе новую нарту, ездовые сани. Для него это словно иномарка, а то все по старинке ездить приходится. Нарта чукотская, это ор-вор. Вот это опунгарав, это остал, тормозить. Вот, это и пехот, это выдвоевки. Ходить, вдруг там что, слазить-то ходить. Ну, про это не буду говорить, это для фекалий. На этой упряжке он ездит за продуктами и по делам, и сюда приехал из родного селения на этих псах. Собак, говорит, бережет так, словно они его дети, любит. Да и случись с ними чего, получит, нагоняет жены. Ну, тапочки-то нам всегда вожу. Это обязательно. На старт выйдем основной. Тапочки, чтобы не били лапы. Собаки-то жалко лапы. Мне еще потом дома на них возить. Только жену на рыбалку. За дровами, на охоту. И все вот это. Бензин, знаете, дорогой. 23 тысячи у нас бочка стоит. Берингия – уникальная гонка на собачьих упряжках. Во-первых, маршрут рекордно длинный. В этом году каюры пройдут больше 1100 километров по восточному побережью Камчатки. Во-вторых, к участию допускают не только спортивные упряжки, но и таких вот Иван Ивановичей. В этом регионе России собак до сих пор используют как транспорт для перевозки грузов в труднодоступные районы. Четвероногих гонщиков к старту готовят в собачьем городке. Главная забота каюров, погонщиков, чтобы лапы у собак были целы. Жесткий наст может их повредить. Спортсменов с травмами обувают вот в такие защитные тапочки. А ветеринары гонки проверяют каждую беговую лапу. А где порвано? Ну посмотри, где, я ж... Вот люди думают, что это мы тут их мучаем, издеваемся. Нет, они любят это дело. Посмотрите, как они на старте рвутся, они хотят бежать. Но когда действительно это причиняет уже собаке неудобства, она уже не хочет идти, естественно, мы силком не заставляем. Мы такое животное сразу снимаем. Поверьте мне, для этого есть ветеринары, каюры следят за этим четко. Они сами видят, что если собачка уже не идет, тормозит упряжку, они сами ее посадят в нарты и привезут, мне сдадут. И скажут: Петровна, ну не идут. У каюра на каждую собаку должны быть по 3 комплекта защитных тапочек. Ведь службы сопровождают упряжки по всей дистанции. Если четвероногий гонщик захворает, его поместят в мобильный собачий госпиталь. Еда берется из расчета 1 килограмм на собаку примерно. Ну, там, если будет чуть холоднее, то больше корма берем. А большую часть еды везут организаторы. То есть мы берем с собой только суточный запас корма на гонку. На ночевку каюров ждут в лагере. Днем путь по дистанции они прокладывают сами. Победит тот, кто правильно по ходу гонки распределит и свои силы, и силы своих собак, и придет на финиш первым. Открытие Берингии отметили шумно, а вот на старт каюры идут уже в тишине, чтобы сосредоточиться. У них и у их собак впереди непростой путь. Сейчас на Камчатке бывает до минус 30. Екатерина Пономарева. Настоящего времени. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.